Я эту светлую идею хочу осуществить у себя на родине в Якутии. И тут действие перемещается в Санкт-Петербург. Меня зовут Владислав Лёвочкин, и я люблю литературу так же, как любите ее вы. Мы продолжаем наши мастер-классы в рамках школы драматургов Арктики. И наша школа, вы знаете, это новый медийный проект. Она посвящена памяти якутского писателя, драматурга, лауреата Большой литературной премии Василия Егоровича Харсхала. И мы благодарны нашим партнерам, фонду президентских грантов, фонду тотального диктанта и музейному комплексу «Россия. Моя история» за возможность проведения съемок. Мы приглашаем всех желающих принять участие в наших мастер-классах и послушать наших коллег, наших друзей и маститых уже и начинающих авторов. И сегодня у нас в гостях наш земляк, только что приехавший из Москвы, наш писатель, драматург, журналист, поэт, лауреат многих литературных премий и Большой литературной премии Союза писателей России Владимир Николаевич Федоров. Традиционно мы начинаем нашу встречу с погружения в текст нашего автора. И сейчас мы засмотрим читку, которая состоялась на ледоколе «Красин», который на приколе на реке Нева, в исполнении артистов петербургских театров в постановке Ксении Никитиной. Вашему вниманию отрывок из пьесы «Созвездие Марии». Человек за бортом! Кто за бортом? Где кто за бортом? Вон она, жена командира за бортом! Ты куда? Вернись! Осторожно, провалишься. Не провалюсь, я легкая, я дойду до берега. Держи, обвяжись! Мария с опаской идет по льду, который трещит под ее ногами. Все тревожно наблюдают за ней, и вот доносится ее голос. Нету плавника, один берег голый. Скорей назад, Машенька! Распустить паруса! И тут действие перемещается в Санкт-Петербург. Анна Иоанновна сидит в кресле, разглядывая и поглаживая только что полученное в подарок новое, богато украшенное ружье. Рядом стоящий Берон разворачивает перед ней письмо. Вот, Ваше Величество, только что получено от доброжелателя нашего из Северной экспедиции. И во льдах сих по неумению своему и гордыне прошлым летом бесславно сгинул от цинготной болезни командир отряда Лосиниус. И прошлым же летом, пройдя малую часть пути и испугавшись льдов, повелел командир Ленского отряда Прончищев зазимовать на реке Оленек, где и поныне, как нам ведомо, обретается. А командир их Беринг, неумением своим и нерадением, всю экспедицию во льдах и снегах северных и погубит. Ой, все про льды, да про льды ихние. Утомил. А давай вот мы свои льды устроим, а на Неве зимой. И фигуры ледяные. А может уж целый дом ледяной? А, дворец ледяной. И устроим в нем женитьбу потешно шута Балакирева на шутихе Калмычки. О, отменно задумано, Ваше Величество. И чтоб шествие с факелом и с иллюминацией, и чтоб кровать ледяная, и чтоб посуда ледяная, и чтоб со всей России шутов собрать в гости, и чтоб в конце фейерверк. Прекрасные мысли, Ваше Величество. Европа просто умрет от зависти. И чтоб всех посланников иноземных призвать, и чтоб... Слышится плеск весел подходящего к кораблю елбота. Потом доносится голос матроса. «Прими конец! Помоги командиру!» На палубу хромая, опираясь на Зырянова, через силу поднимается Василий. Не сыскали? Нет, нету другого прохода. Васенька, а с ногой-то что? Льдина из-под елбота выскочила, весло вывернула, перебила, похоже, ногу. Ждать придется, пока воду нагонит. Звучит реквием, дует ветер, льдины бьются в борта корабля. В каюте Прончищева лежит на кровати умерший Василий. Над ним склонилась потрясенная горем Мария. Ой, Васенька, милый, как же я без тебя? На кого же ты меня оставил, Васенька? Перебивая Марию, звучит голос Берона, читающего очередной пасквиль. И по неразумению своему стояли они в устье реки Оленек 4 дён, за малым не погубив корабль. И тот Прончищев,
Умер на корабле от цинготной болезни. И команду на себя своевольно взял штурман Челюскин, кое дело все загубит, и в капитана его ставить нельзя. Берег Калинюков возле Зимовий. У могилы Василия Прончичева, выстроившись в ряд, стоят с фузеями гардемарины матросы. Рядом жители маленького соседнего селения. В память командира нашего Василия Прончичева, отдавшего жизнь во славу государства российского и прироста его могущества. Пли! 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 Звучит троекратный залп. Мария опускается на могилу и начинает причитать. Васенька, Васенька, да как же мне жить теперь без тебя, родимый ты мой? Ой, не хочу я одна, не хочу. Голубушка, голубушка ты наша, крепись. Я тут останусь с ним, Васенька. Пойдем, пойдем, Машенька, не убивайся так. Надо держаться, надо жить. Ой, не могу я без него, Сенечка, не могу. Челюскин вводит Марию в пропитанную слезами и болью землянку, и она с трудом обращается к нему. Сенечка, а ты туфельки мои с корабля принес? Принес. Подарок Васеньке. Надень их на меня. Да холодно же, а ты так больна. Не надо сейчас, голубушка. Силы уходят, Сенечка. Исполни мое желание последнее. Я хочу к нему. Красивый хочу, как тогда. Челюскин надевает Марии туфельки, и она уходит куда-то на небеса вслед за Василием. А Семен Челюскин идет к их общей могиле, чтобы сказать самые сокровенные слова. Спите спокойно. Пусть сия земля студеная будет вам пухом. Василий, прости меня, Василий, но теперь уже можно. Василий, я любил жену твою. Мария, ты слышишь? Мария, я любил тебя, более всего на свете любил, и не будет мне радости без тебя нигде и ни в кои годы. Но я клянусь вам обоим, что дойду. Из последних сил доползу до мыса самого северного, что сгубил вас. И нареку мыс сей именем твоим, Мария, Машенька, клянусь. Ночная заснеженная тундра. Вверху горят созвездия Большой и Малый Медведец. Светит полярная звезда. В полной тишине слышится леденящий душу волчий вой. В темноте вспыхивают зеленые огоньки волчьих глаз. Вспышка огня, грохот выстрела, визг раненого зверя. У маленького тусклого костерка едва различимо сидят Челюскин, Зырянов и Зверев. Идти надо. Андрей, твой черед бревно нести. Исполним долг наш перед Петром Великим и перед императрицей Анной Иоанновной. Начинает звучать веселая музыка, из питерских далей возникает расцвеченный огнями ледяной дворец, наполненный шутами и царедворцами, справляющими свадьбу шута Балакирева. Шуты кривляются и дурачатся как могут, придворные стараются от них не отставать, чтобы не вызвать гнева царицы. Вспыхивает фейерверк, стреляет шампанское, всеобщее веселье плещется через край. Счастливая Анна Иоанновна хлопает в ладоши, стоя рядом с Бероном. И вновь далекая заснеженная тундра. Изможденные путники тяжело поднимаются. Челюскин берет на плечо треногу с квадрантным. Зырянов бревно, которое нужно для знака репера на мысу. Зверев тянет мерную цепь. Челюскин снова идет впереди, за ним тащит цепь Зверев, поддерживая Зырянова с завязанными глазами. Матросы постепенно отстают от Челюскина. Он останавливается, ставит столб в сугроб, берет мерную цепь, покачивается, но упрямо идет вперед, утягивая цепь за собой. И вдруг резко ускоряет шаг. Сначала шепчет что-то про себя, а потом начинает говорить все громче и громче. Неужели берег Енисея поворачивает? Не может быть. И впрямь поворачивает. Дошли! Дошел! Скорее сюда! Дошли! Но тут опять начинают звучать слова доноса, которые читает Берон в Санкт-Петербурге. А тот Семен Челюскин до мыса самого северного не дошел. Понеже человеку нет никакой возможности туда дойти. И описание мыса измыслил, и координаты его измыслил. Посему, дабы обманщика не увековечить, имя Челюскина тому мысу не давать, а тем паче нарушительницы устава корабельного Прончищевой, радея о сем, яко верный слуга Отечества и престола. Не верьте ему. Не верь, Мария. Ты слышишь, Мария? Я дошел. Откуда-то доносится голос Марии. Я слышу, Сенечка, я слышу. Челюскин и его спутники замирают в ожидании чуда, и чудо происходит. Появляется Мария и благодарно обнимает и целует сначала Семена, а потом матросов, в том числе и Зверева. За Марией появляются Василий Прончичев, Витус Беринг, Петр Лосиниус, Дмитрий Овцин. Все они благодарят Челюскина, радуются общей встрече. А затем вдруг появляется сам Петр I, довольный своими питомцами.
Офицеры и матросы невольно вытягиваются во фронт перед государем. Дамы склоняются в поклонах. Готов принять ваш рапорт. Довольно, вольно. Ведомо мне. Все ведомо, какие лишения и муки вы испытали, какую погибель приняли, верша пользу Отечеству. И что за труды свои получили. Но пройдет время, и засияют имена ваши на картах империи российской и мира целого с самыми высшими наградами. И память о вас будет жить вечно в народе российском. А ну подать всем по чарке рома государева. Виват вам, голубчики! Виват! Владимир Николаевич, как вам? Это уже получается 4-е воплощение, да, пьесы, я посчитал. 4-е, если музыкальный радиоспектакль считать, да, то как бы кино, пьеса и вот читка, да? Ну, для меня, я бы сказал, что вообще эта пьеса, она как-то прошла через всю мою жизнь и продолжает по ней идти. Вот. Я впервые когда-то написал, даже, наверное, 5 воплощений. 5. Да, написал поэму. Когда был еще молодым поэтом, написал поэму. Это уже почти 40 лет назад, да, получается? Да, это 80 было 40 лет назад. Вот, даже больше 40. И часть этой поэмы напечатали в газете «Наша молодежь Якутия». Ну, напечатали. Я, конечно, был очень доволен. Вот. А потом вдруг раздается телефонный звонок на моей работе. А я там работал еще рядовым репортером. И мне звонит главный режиссер Русского драматического театра Валерий Яковлевич Келли-Пели. Был такой режиссер. И говорит: зайди-ка ко мне, я с тобой хочу поговорить. Ну, я пошел, прихожу, и он говорит: ну, поэма это хорошо, поэт ты хорошо, а ты вот возьми да попробуй напиши для театра пьесу. Вот. Я говорю: ну хорошо, давайте попробую. Вот. Ну и написал, как мог, да. А в то время, конечно, я кроме пьес, которые мы по школьной программе изучали, я и других пьес-то не читал, потому что я был геолог по образованию. Вот, я, конечно, читал много, но вот таких драматургических произведений, значит, кроме классики, не знал. Ну и когда он глянул только на первую страницу пьесы, спросил меня: а ты вообще в театр ходишь? Я говорю: конечно, хожу. Спектакли все смотришь? Конечно, все смотрю. А ты видел, сколько у меня мужиков на сцену выходит? Он сказал: у меня и 15-то их нет. Чего ж ты мне принес 20 здесь у тебя, да еще, значит, там, в массовке, где я их возьму столько? И вот тут я впервые подумал, что театр – это какое-то особенное место, и писать для театра – это тоже что-то особенное. Надо знать какой-то механизм, надо понимать, что это такое, и, значит, даже думать и о том, сколько вообще актеров в театре. Да? Потом я уже стал узнавать, что вообще там, в античные времена, скажем, иногда весь спектакль играли 2 актера, да? Как они справлялись? Они одевали разные маски и, значит, преображались в разных персонажей и таким образом играли. И интересно, что самыми первыми актерами вообще были драматурги. У них и актеров не было, но были маски, да, и вот они играли так. Сейчас где-то в среднем, наверное, 15 там, может, 16 играет. И я даже где-то слышал, что вот средняя труппа европейского театра – это тоже где-то 15-16 человек актеров. Конечно, я потом уже сел и стал, значит, писать эту пьесу так, чтобы ее смогли сыграть. А вообще вот, когда была написана, допустим, первый вариант пьесы, и когда уже увидели на сцене, вот какой период прошел? Когда я переделал пьесу, театр ей заинтересовался, и даже было принято решение ее поставить. Вот. Но тут произошел пожар в Русском театре, на мою беду и на беду театра. Вот. И театр на несколько лет переселился в очень маленькое, неприспособленное здание. Вот. И поэтому вот эта пьеса остановилась. Но опять же она как бы не остановилась, потому что молодые актеры во главе с Юрием Козловским, Постановка была. Да, они сделали радиоспектакль. Лариса Утяшева,
работала тогда на Якутском радио, она была режиссером, Юрий был постановщик. В это же время объявили о том, что будет проведен первый всесоюзный фестиваль радиоспектаклей. Вот. И этот спектакль очень удачно попал на этот радиофестиваль, и он занял там 2-е место. Неожиданно для всех нас. Вот такая реализация произошла. А потом, конечно... Там другой режиссер. Другой режиссер. Андрей Савич поставил. Андрей Савич, да. Вот. И вот еще я тут сразу уже, наверное, скажу о том, что важно, чтобы вот этот какой-то эмоциональный посыл, эмоциональное состояние автора пьесы и режиссера совпали. Конечно, это целая история, но я ее расскажу кратко. Что когда я писал эту пьесу, я выстроил сюжет так, как я его выстроил. Вот, как мне показалось, должно это было все происходить. Вот эту историю любви, я ее придумал, можно сказать, сам, да, гибель Василия от причины, от травмы какой-то, да, вот. И то, что Мария умерла на его могиле через неделю. Почему это я все восстановил, реконструировал по-своему? Потому что в журнале этого корабля была только одна единственная фраза: «Жена командира нашего умре такого-то числа». Все. Ни имени, ни фамилии, ничего не было. Вот. И многим исследователям, ученым и краеведам, это дало основание говорить о том, что вообще Марии Прончищевой не было в Якутске здесь. Она сюда не приезжала. Вот. Она, может, и жила там где-то в Санкт-Петербурге, в Москве. Потом оказалось, что это не Мария. Да. Но тогда никто не знал. А то, что Мария, это уже на всех картах мира было. Это отдельная история. Было записано, что Мария Прончева. Вот. Не было ее мальчика, да? Вот. А может быть, а жена, мало что там написано жена. Может быть, он в походе женился. Вот, на какой-то там, девушке, которая ему встретилась, да, поэтому мою поэму эту раскритиковали, что поэт, со своими поэтическими вымыслами напридумывал. Вот. Да. И так и в справочниках было того времени записано, и было записано, что они оба умерли от цинги. Что мне опять очень, как поэту с моей романтической натурой, не нравилось. А потом почему? 50 человек экипаж, да, и вдруг командир и жена умирают от цинги, больше никто не умирает. Они что, меньше всех ели, там витаминов их меньше всех доставалось, или почему? Вот. Тем более, что Василий был опытный такой моряк. В общем, я за эту свою теорию как-то держался. И вот в 2000 году вдруг археологи и, известный такой путешественник, президент клуба путешествий Дмитрий Шпаро, да, клуба путешествий, они решили провести археологические раскопки на захоронение этих Прончищевых и определить, лежат все-таки они там или не лежат. А могила старая в селении Усть-Оленек у нас, так она эти там 260 лет и находилась, да, сруб. Уже развалили кресты полуупавшие, новые кресты в память им поставлены. В общем, они вскрыли эту могилу. Когда они вскрыли, они позвонили Михаилу Ефимовичу Николаеву, который был президент в тот момент, и пригласили его приехать туда на финальную стадию раскопок. А Михаил Ефимович знал, как ни странно почему-то, что я написал эту поэму там, да. Он вообще многое очень знал в сфере культуры. Я думаю, больше всех из наших президентов. Вот. И он позвонил прямо мне в редакцию, рядовому журналисту, и говорит: собирайся, через час полетим в Усть-Оленек. Там же твои Прончищевы, он говорит. Я, конечно, сразу побежал, схватил фотоаппарат, все. Вот. И когда мы оказались там, и эти археологи, и, историки, криминалисты, которые там были, очень серьезные люди, они, осмотрев эти останки, которые там лежали в могиле, действительно рядом лежали останки мужчины и женщины. И действительно у женщины на ногах были туфли, красивые туфли из софьяна.
которые в Якутии никаким образом, как на ногах аристократки, оказаться в те времена, конечно, не могли. Вот. Ну и они определили по вот этим останкам их, значит, что они европейцы оба, да, они вот из европейской части России, вот. И никаких следов цинги у них нет. У Марии вообще никаких следов болезни не обнаружили. А у Василия обнаружили сломанную ногу. И вот они решили, что у него смерть произошла из-за эмболии жировой. Бывает, когда открытый перелом, значит, костный мозг попадает в кровь, тромб, и вот, то есть он от этого умер. То есть получилось, что я со своей такой поэтической глупой фантазией оказался почти на 100% угадал реальную эту версию. Я это еще почему рассказываю? Потому что вот когда человек пишет любое произведение писателя, особенно если он пишет для театра, то он, конечно, должен очень ярко и явственно представлять своих героев. Он их должен видеть, он должен видеть, как они передвигаются, как они говорят. Вот. И, то есть автор, он должен в какой-то мере быть и актером, вот, и в какой-то мере режиссером должен быть, да? Вот, потому что он им должен их представить на сцене. Вот. И только когда вот это происходит, получается, по-настоящему такое произведение, где эти герои живые. Вот. И вот мне иногда, когда я писал пьесы, мне иногда снилось, что я играю на сцене театра и играю этих персонажей. А почему, я потом подумал? Потому что, в принципе, это же ведь только, у автора получается свои возможности ментальные, да? Я же все равно ментально проигрываю, а актер проигрывает с помощью пластики своего тела, да? Режиссер с помощью своих каких-то идей все это, значит, собирает вместе и концентрирует. И поэтому вот это, наверное, с одной стороны знание театра, с другой стороны возможность это увидеть, это, наверное, плюсом является для драматургов. И вот не зря тут, значит, я как-то подумал, что наиболее многие такие успешные драматурги, да, значит, великие. Тот же Шекспир взять, там, да, Шекспира, там, Мольера, там, Островского, Брехта. Они все под старость были директорами театров. Или не под старость, а во времена своего расцвета. Они почти все играли или в любительских хотя бы театрах играли, да. Вот. Шекспир, он вообще от начала до конца, значит, у него полный цикл был рабочий, да, он сам писал, сам играл и сам руководил театром, да. Вот. И поэтому, наверное, у них эти работы были наиболее удачными, что они хорошо знали законы театра и законы сцены. И вот я хочу сказать, что чего молодым, значит, драматургам часто не хватает, это как раз вот этих знаний. Они как бы путают, не различают прозу, вот, и драму, да, вот. А это на самом деле совершенно разные жанры. Если, допустим, проза или даже лирическое стихотворение, это произведения самодостаточные. Вот. Поэт может даже и не записывать свое стихотворение, а выйти, прочитать его, да, и вот уже реализация происходит. Роман, значит, написанный, человек взял его, прочитал. Вот. А чтобы, значит, появился спектакль, нужен целый такой процесс. И получается, что вот драматургия, она стоит как искусство, или как... Даже ее трудно назвать именно литературным жанром, потому что, с одной стороны, у нее стоит литература, с другой стороны, стоит театр. Вот. И чтобы произошло вот это событие, значит, в виде спектакля, да, нужно, чтобы вот эти все три части соединились. Вот. То есть драматург, он пишет, значит, по своим законам, да, по писательским законам. У него там, значит, события, сюжет, значит, он их выстраивает как текст. Вот.
Режиссер должен уже превратить это в какое-то свое видение, да, концепцию этого спектакля. Владимир Николаевич, давайте тогда вот перейдем к теме мастер-класса. Как раз об этом вы хотели поговорить, а вы уже перешли. Я уже и перешел. Не буду тогда прерывать. Я уже об этом и говорю, да. Это особенности драматургии как литературного жанра. Да. Вот. А актер потом должен это сыграть. Вот. И поэтому иногда вот драматурги так в шутку говорят, что ты пишешь одно, режиссер ставит другое, а зритель видит третье, да? Потому что действительно происходит вот так, да? Это как бы идея должна пройти вот через эти три ступеньки. Ну, а сложность здесь еще заключается в чем? Что драма это, ну или пьеса, это очень ограниченный объем. Очень небольшая для писателя площадь. То есть там 50-60 страниц, там, да, вот, это уже 2 часа, значит, спектакля, да, вот. И поэтому вот в этом маленьком объеме вместить все очень сложно. Вот. Кроме того, значит, автора же нет на спектакле, вот. На спектакле есть только актеры, да, и режиссерское какое-то видение. Вот. А то, что автор пишет ремарки там, да, зрители же их не слышат. Что я там написал, допустим, там Сидоров бежал, значит, в комнату, да, а режиссер прочитал и думает, нет, Сидоров войдет, не бежит, а войдет медленно в комнату. И на сцене так и происходит, допустим, да. Вот. Поэтому драматургу начинающему надо быть готовым к тому, что он на сцене увидит, возможно, нечто совсем иное, вот, что написал он. Потому что режиссер решит, что это надо сделать так, а актер еще решит, что это надо вот так сыграть. Вот. Но вот этот как бы ограниченные объемы, ограниченные возможности, урезанные возможности автора как драматурга, они, с другой стороны, дают пьесе большие, довольно широкие возможности. Я вот помню, что это, наверное, классический такой пример, что Лев Толстой всю жизнь не любил Шекспира, даже ненавидел его. Он говорил, что его вообще это все банальщина, это примитив там, да. Вот я думаю, что если бы Шекспир в свои времена прочитал, например, роман «Воскресенье» Льва Николаевича, он бы сказал, это такая нудятина там, да, это, ну вот, история не стоит выеденного яйца, да, а тут целый такой вот роман там, да, огромный. Вот потому что это, ну, вот это и говорит о том, что это совершенно разные подходы и разные жанры. Но с другой стороны, вот это ситуация с пьесой, что она вот такая сжатая, да, что в ней много не прописано, это дает ей многовариантность. Почему, допустим, вот того же Шекспира там до сих пор ставили и ставят и будет ставить? Потому что у каждого режиссера и актера есть возможность внести что-то свое в это произведение и как-то его по-другому показать. А если бы там было расписано все вот так, значит, от начала до конца, вот, то это бы или текст там, один режиссер, я даже по своему опыту знаю, что один режиссер ставит, и он убирает вот эти куски, они ему не подходят, не нравятся. Другой режиссер именно эти куски ставит, а те убирает, да, потому что вот у него такое видение. Текст то же самое режет. Я где-то даже прочитал такой совет драматургам: если хочешь, чтобы твой текст меньше резали или не резали вообще, пиши пьесы в стихах. Их очень трудно режиссерам резать, потому что там будут нестыковки, там ритмические и все остальные, такая форма защиты, да, вот. Поэтому вот здесь есть свои особенности. Ну и потом, конечно, в пьесе, главное в пьесе это конфликт, да. Вот. И вот опять, если уж мы возвратимся, что у нас школа арктических драматургов, да, вот, тут надо тоже понимать, вот бывает, что молодые там авторы, они думают, что вот, если действие происходит где-то, скажем, в Арктике, да, вот там
пурга, метель, там, значит, что-то еще, и идет он, замерзает там, вот вам уже конфликт между природой и человеком. Но такого рода конфликтов не бывает, да? Вот. Конфликты все в спектаклях носят все равно социальный или очеловеченный характер. И если вы хотите, чтобы он воевал, допустим, с пургой, то пургу надо как-то, значит, или мистически мистифицировать, или ее как-то очеловечить. Вот тогда зрителю в зале будет понятно. Вот, потому что, ну, театр же это такая условность. Ну, вот мы смотрим детские спектакли, да, вот, и там у нас зайцы разговаривают с волками, там, да, с белочками, что-то еще. Мы знаем, что в реальной жизни они не разговаривают. Но поскольку им придаются какие-то человеческие качества, то это все интересно и все это воспринимается. И вот в этом тоже особенность драматургии. И еще и в том, что эти конфликты, которые в пьесе, значит, происходят, они как бы должны вытекать один из другого и зацепляться друг за друга, да? Вот. Это опять же потому, что очень сжатое пространство и потому, что это сцена и театр. Вот. Если вот сказать о третьей надо составляющей, да? Третья составляющая – это зритель. То есть если у вас в вашей пьесе не будет каких-то, ну, проблем таких, да, острых, тем, чего-то еще там, да, то, что в данный момент интересует зрителя, то, конечно, он не будет реагировать. Не обязательно, даже, то есть эта тематика должна быть злободневной и современной с точки зрения, не с точки зрения, скажем, историчности, да, а с точки зрения психологии человека. То есть пьеса может быть о глубокой истории, но в ней должны происходить такие вещи, которые задевают современного зрителя, вот, и которые заставляют эту пьесу смотреть. Вот. Вообще же, вот, когда люди входят в зал, вот, наверное, вы обращали внимание, и, конечно, авторы на это обращают внимание, то заходят люди самые разные, да? Кто-то прибежал с работы, опаздывая, да, у кого-то там какая-то проблема, что-то случилось, кто-то, значит, они заходят все в зал. И вот этот зал, наполненный зал, ну, его можно как-то назвать, может, там, кворумом или как-то, да, но это еще не зрительный зал, это еще не зрители. Да, это не публика, да, это не публика. Вот. И нужно, чтобы произошло, чтобы вот эти люди объединились, да, нужно, чтобы сразу где-то в начале, в завязке этой пьесы случилось что-то такое, какой-то конфликт, чтобы они, значит, это их как-то сблизило и их внимание нацелило. Но пьесы же, в принципе, они вышли из сказок. Вышли из сказок, да, вышли там из мифов, скажем, первая там самая, значит, драматургия античная, да, она же вся на мифах была построена, а все сказки там, значит, вот пьеса чем-то похожа, ну, как вот там, можно сказать, там жили-были старик со старухой у самого синего моря, да, ну и жили-были бы они, да, и ничего бы там дальше происходило. Ну, тут появилась золотая рыбка, да, и вот с момента золотой рыбки, вот, и, значит, тут старуха вдруг, значит, раньше жила тихо, мирно, а тут ее понесло, да, вот, и вот начинается это, или там вот Ромео и Джульетта взять, да, ну, жили Капулетти, жили Монтеки, несколько столетий воевали друг друга там, как-то это, да, и все привыкли к этому, вот, а тут вдруг раз двое молодых полюбили, значит, из этого клана, и вот с этого момента вдруг, вот, и начинается пьеса, да, начинается развиваться этот конфликт, доходит до какого-то, значит, эпогея, вот, и потом, значит, в конце развязка там, да, и в зависимости от развязки это и получается жанр вашей пьесы, и в зависимости от конфликтов. Но я не буду говорить там, какие они бывают, и, значит, все остальное. Ну, вот к тому, что зрители заходят, вот каждый по-своему, а в конце
спектакля, если это хороший спектакль, когда они стоят и все аплодируют дружно, да, и потом, когда они не могут даже из зала выйти, или потом идут и все это обсуждают, то есть спектакль их уже сделал, вот, превратил в ту самую публику, да, в какое-то единое целое. Ну, а для этого, вот, конечно, нужна какая-то такая, значит, общественно весомая какая-то причина, что-то такое. И потом же ведь театр, это с чего я начал, это производство, да. Там труппа, значит, несколько десятков человек, там техническое какое-то обеспечение, да, зал, все остальное. И чтобы вот это, представьте, 150 человек, допустим, работает в Русском театре, чтобы 150 человек вдруг стали, значит, вашу пьесу ставить, да, вот, значит, она должна что-то представлять, вот, какое-то событие должно произойти в результате этого. Поэтому вот эти вот моменты, значит, надо учитывать. Ну и вот то, что я говорил, вот даже посмотреть численность труппы. Или у меня такой был интересный случай, когда я написал сказку, вот, которая была поставлена в Сахатеатре. Вот, и когда разговаривал с директором, или с директором, наверное, он сказал: а у тебя в сказке, я тебе сразу говорю, чтобы было не больше 7 действующих лиц. Вот. Больше остальное его не волнует по художественной части. Я говорю: а почему? А он говорит: потому что 7 действующих лиц, плюс, значит, администратор, плюс еще, значит, 1 человек, который занимается реквизитом и всем остальным, получается 9. Они всегда могут сесть в самолет Ан-2 и улететь в любой район и показать там сказку. Да? Ну, то есть вот творческому человеку даже в голову не придет, когда он начинает писать, что, оказывается, если бы у меня было 12 человек, значит, уже все, этой сказки был бы закрыта дорога во все районы. Вот. Поэтому вот эти моменты, значит, иногда и забавные, значит, их, конечно, надо учитывать. Владимир Николаевич, вот скажите, вы когда обучались в литературном институте, вы по прозе обучались же, да? Я, кстати, тоже хотел об этом сказать, интересный момент. Когда я поступил в Литинститут, я поступил на факультет поэзии. Вот. Но вместе со мной на факультет драмы поступил мой хороший знакомый, тоже из Якутии. Вот. Там вообще редко бывало такое, что 2 человека в 1 год прошли творческий конкурс и поступили. Но было так. Вот. И мы, поэты, занимались своим, они своим. Он 5 лет занимался драматургией, учил. У них на курсе было 10 человек. Вот. На 5-м курсе они защитились все, написали по пьесе, наверное, по хорошей. Вот. Но за 5 лет учебы ни один из них не был поставлен ни в одном театре, да? А меня поставили, да? Поэтому я посмеялся, говорю: вы там драматурги-теоретики. Вот. Наверное, они все хорошо. Может, потом кто-то из них прорвался и где-то себя обозначил. Но мне повезло, что в те времена как бы хорошо работали с молодыми писателями. И вот едва этот радиоспектакль прозвучал, вот, я получил приглашение на всесоюзный семинар молодых драматургов в Юрмалу. Вот. И там руководителем был такой знаменитый драматург Арбузов, было еще несколько таких очень известных мэтров. И я приехал со своей созвездием Марии туда, которую чуть-чуть переделал для театра или радиоспектакля. Ну, отдал начитку, они прочитали, потом там спрашивают: кто Федоров? Я Федоров. Встал. Вот. Ну, он сразу видно, что человек, вы, как говорится, не без способностей, но в драматургии ничего не понимаете. Понимаете? Ну, слава богу, семинар длился 15 дней. И за 15 дней, конечно, вот эти мэтры, они там многому нас научили. Я какие-то вещи, может, стал чуть больше понимать. И там же за 15 дней я написал пьесу, которую перед самым концом фестиваля, значит, сунул мэтрам, они прочитали: ну вот, другое дело. Теперь ты хоть что-то знаешь. Поэтому я прошел вот такой путь. Может, к сожалению, вот, наверное, если бы сразу я целенаправленно занимался драматургией.
Но, с другой стороны, у вас же много граней, да, и драматургия это только часть, как бы, да, на самом деле. И еще вот один момент я хотел уточнить. У нас же, как бы, получается, школа драматургов именно Арктики. И помните, вот когда обсуждали тему, тоже было затронуто, что, ну вот вообще не редко вот именно в ваших произведениях крайний север, Арктика становится местом действия. Вот в этом отношении какие у вас, вот, скажем, пожелания начинающим драматургам, поскольку вот мы тоже, допустим, с Геласимовым обсуждали тему северного характера, северного человека, вот его специфика, вот в этом отношении у вас какое вообще видение и какие могут быть здесь подходы? Ну, наверное, даже можно сказать, что все мои пьесы, действие их происходит или на Крайнем Севере, или в Арктике, да? Так сложилось, потому что я здесь живу, здесь жил и работал. Вот. Потом по первой профессии я геолог, и в молодости мне повезло, что я вот на самом побережье моря Лаптевых какое-то время работал. Там, где как раз потом появились мои герои Прончичевы, литературные, да? Вот. И, конечно, надо, прежде всего, надо знать, о чем ты пишешь. И если, значит, человек занимается этой темой Арктики, хочет написать, а в принципе эта тема очень благодатная. Там огромное количество героев. Почему, может быть, вот меня сразу зацепили так Прончичевы, да? Потому что, когда я прочитал, узнал о них первый раз, вот как где-то небольшую статью прочитал, я просто не мог пройти мимо этой истории, да, и вот я, как, ну, тогда как поэт сочинил эту поэму там, да. Вот, и таких имен очень много. Очень много именно, поскольку все это происходило в таких сложных условиях, то очень много драматических ситуаций, именно которые вот просятся в драму, на сцену, да. Вот. Ну, многие как раз вот какие-то открытия в Арктике или арктические подвиги, они были с территории Якутии совершены. Так же вот как Великая Северная экспедиция, о которой, значит, сегодня говорилось. Ну, например, вот Георгий Седов, да, когда он, скажем, пошел там к Северному полюсу, то есть человек решил дойти до Северного полюса, он понимал, что в то время у него просто не хватит сил и возможностей, никакой же техники не было. Он взял с собой столько продуктов, чтобы дойти только туда, понимаете, чтобы дойти и вот отметить этот Северный полюс, а назад уже все, понимаете. И вот таких примеров самоотверженности очень много, но при этом еще и очень много отношения ненадлежащего к этому, да, вот. И потом ведь мы, пока мы жили в нашем, значит, социалистическом обществе, мы как-то вот историю, которая произошла до Октябрьской революции, мы ее не воспринимали. Вот у меня одна из причин моей мотивации была, мне хотелось просто рассказать правду. Или эта история приукрашивалась. Ну, например, если там вхождение Якутии в Россию, то, значит, встретились сразу, давай обниматься и целоваться, да, ничего, значит, никаких конфликтов нет там, да, вот. Или священники, допустим, в советской литературе только священник мог появиться только как отрицательный герой. А уж вот как, допустим, путь святителя, чтобы он главной фигурой был и вокруг него светил, это просто не... И, конечно, когда я вот об этом узнавал, то мне хотелось просто восстановить какую-то справедливость человеческую. И благо, что вот этот материал, он позволяет. Но надо, конечно, знать. Надо знать детали, так, чтобы какие-то не писать, значит, вещи. В свое время в журнале «Охота» была такая рубрика, которую подарила им московская журналистка. А рубрика называлась «Голубой писец на елке». А она просто написала: вот иду я по лесу, где-то там, значит, на одной там елке сидит белка, а на другой сидит голубой писец, да? Ну мы все знаем, что они живут в тундре, да? И в Якутии это может вызвать только смех. Или там какой-то фильм, который начинается с соловьиной трели, да?
фильм о Новосибирске, о Сибири. Герой выходит на крыльцо, и там громко поет соловей. Но соловьев в Сибири вообще никогда не было. То есть вот... Слышал. Ну... Слышал Новосибирск. Да? Да. Ну, наверное, появились после этого фильма. Да, наверное, соловьи не могли не прилететь. У меня там бабушка живет. Да, потому что тогда весь Новосибирск смеялся в те времена. Ну, сейчас-то у нас климат теплеет. Возможно, скоро и в Якутии соловьи появятся. Особенно, если почаще о них писать. Вот. Ну, я к тому, что надо знать, о чем ты пишешь. Потому что история Арктики, она не такая уж популярная. Вот она сейчас становится более открытой, более известной. Вот ты сказал о том, что, значит, Мария оказалась Татьяной, да? Действительно, вот эта моя героиня до 1989 года весь мир ее знал как Марию Прончищеву. А в 1989 году, значит, один студент МГУ, историк будущий, в архиве нашел документ, из которого выяснилось, что ее звали Татьяна, и в девичестве она была Кондарева, да, вот. А на всех картах мира Мария. А почему опять Мария? Потому что первый человек, который в честь нее назвал мыс, он написал М. Прончищевой, он имел в виду мыс. А потом, когда карту перерисовывали, другой догадливый картограф решил, что, М кто может быть? Мария. И он написал Мария Прончищева, бухта Марии Прончищевой, значит, мыс Марии Прончищевой. И на всех картах мира... Сила опечатки, да? Да, да. А потом, кстати, пытались исправить, когда узнали, что она Татьяна. Ну ладно, мы еще на своих российских картах исправим. А что, все глобусы мира будут переделывать, да? Это так же, как история с Америкой. Вот. Открыл Колумб, но Америка Веспуччи в свое время хорошо прозвучал как-то, и континент стал Америкой. Да? Вот. Поэтому вот такие вещи, они просто не очень известны. Да? И, конечно, надо ими интересоваться. А сейчас, благо, многие, значит, документы оцифровываются, они есть в разных библиотеках. Вот. Довольно многое можно узнать, прочитать. Вот это бы я посоветовал сделать. Но что касается характера, конечно, разница есть. Конечно, опять же, надо знать северный характер. Например, вот для меня было интересно, что, скажем, у венов такой обычай существовал, что у них, когда они, допустим, решали перекочевывать на другое пастбище или не перекочевывать, в этом совещании, там, внутрисемейном, участвовали все, включая всех детей, которые могли говорить. Если он уже умел разговаривать, он мог сказать: нет, лучше туда не ехать, да? И никто ему не говорил: шел бы ты подальше, значит, там, да, со своими советами, или молчи там, вот. Нет, это все выслушивалось, вот. А другая какая-то, и этика другая, северная, да? Северные люди, может быть, их сложнее, скажем, вывести из себя, вот, значит, но зато потом и сложнее помирить. Это я даже по себе знаю, вот, поскольку я тоже в какой-то степени продукт Якутии. Я, например, когда был, скажем, на Украине, мне было интересно, когда встречаются две соседки, да, у одной курица забежала в соседний двор, и они поднимают такой скандал, и я смотрю на них там и думаю: ну все, теперь они, наверное, 5 лет разговаривать не будут. После обеда я иду, смотрю, они сидят под своей грушей и пьют там наливочку, значит, и добродушно разговаривают. То есть я подумал, что на севере ссора такого характера, она бы имела очень долгие последствия и эхо, да? Вот. Ну и вообще там много у северного человека, много своих особенностей. Там, допустим, думать о других, там, обязательно там, это уже хрестоматийное, там, оставить в избушке какую-то еду, когда ты уходишь, оставить дрова там сухие в печке, что-то еще. Вот. Потому что на севере вообще самоценность человека намного больше. Даже хотя бы из-за того, что людей меньше, расстояние между ними больше, и отношение совершенно другое. Друзья, напоминаю о том, что у нас есть возможность задать вопросы автору, и в конце нашей записи, нашего мастер-класса мы подведем итоги конкурса среди читателей на самые лучшие вопросы.
И сейчас у нас есть подключение. Город Нерюнгри, театр кукол. Петр Туруханович, пожалуйста. Большой привет вам из Нерюнгри. Да, рад вас слышать. Вот. Ну, что касаемо нашего театра, вы, наверное, прекрасно знаете наш театр. Наслышаны, наверное, как бы. Все равно же вы наш человек. Вот. Я к тому, что это приятно, и что такое происходит. Вот у меня вопрос такой по поводу детской драматургии. Потому что нынче у нас такая, в общем-то, такая сложная проблема появилась, такая опасная проблема, что очень мало хорошей детской драматургии. Вот как вы думаете, почему, от чего это происходит? Ну, я думаю, что для детей писать, наверное, еще сложнее, чем для взрослых, да? То есть надо быть самому ребенком. Мне кажется, что иногда бывает такая ошибка, что ну, человек сам по себе такой взрослый писатель, вот, с таким взрослым видением, он думает, а вот напишу-ка я что-нибудь для детей, да? И начинает писать. Вроде как бы все приметы есть, а вот того самого, что привлекает детей, нету, да? То есть нужно, чтобы автор был сам в какой-то степени ребенком. Это особый дар. Я бы еще ответил по-другому. У нас на самом деле и здесь есть автор, да, среди участников нашей медиашколы. Пожалуйста, обращайтесь, Петр Туруханович, можем посоветовать кого-то. Нужно работать с авторами, и, в принципе, могут появиться новые драматические произведения, в том числе для детского зрителя. Да? Да, конечно. Спасибо. Владимир Николаевич, вот поступило несколько вопросов от участников конкурса, которые, хотят получить ваш приз с вашим автографом. В основном они касаются, фрагмента пьесы «Созвездие Марии». Вот 7 вопросов, я их зачитаю, и нам нужно будет на них ответить. Как долго шла подготовка к написанию исторического произведения «Созвездие Марии»? Мария Семенова из Нюрбы, пожалуйста. Ну, я уже рассказал фактически, я ответил на этот вопрос. Ну, вот сроки интересуют, видимо, хотят более точно. Сама пьеса написалась быстро, и поэма написалась быстро, но другое дело, что это был полуфабрикат, как я сказал, да, а потом мне пришлось уже эту пьесу доделывать и вот ждать того часа, когда она попала на сцену театра. А вообще вот этот путь был очень долгий. Не путь написания, а путь до сцены, то есть через поэму, через радиоспектакль. Вот. И в 12-м, если радиоспектакль был в 89-м году поставлен, то премьера пьесы в 12-м году состоялась только. Фактически, получается, 30 лет после написания поэмы, как да, или 20 лет там, да. 20 лет после самой пьесы. Да, ну вот я говорю, что тут должен совпасть импульс режиссера и автора. Вот. Почему я начал рассказывать об этих раскопках и немножко не дорассказал до конца. То есть я одну часть, этой истории рассказал, но была вторая часть истории. У этой Марии на груди, у останков Марии был крестик такой медный. Вот. Я его тоже подержал на руке, там постоял, Потом эти туфельки, которые были, ученые забрали туфельки и крестик, да? Хотя мне, честно говоря, это не особо нравилось, но такие уж правила археологии. Вот. Там потом, провели церковную службу, литию, все как положено, крестики им положили, похоронили, закрыли, все уважительно, к этому отнеслись. Но туфельки и крестик, забрал руководитель этой археологической экспедиции. Потом получилось, что в этот же год Андрей Борисов поехал в Москву в командировку, режиссер. Вот. И его попросили отвезти, передать какую-то вещь там, книгу. Вот. Он пришел к человеку, отдал эту книгу, а тот говорит, пойдем к моему другу, он связан с вашей Якутией, и они приходят к этому руководителю экспедиции. Вот. Этот руководитель экспедиции открывает сейф и достает оттуда туфельки и крестик. И вот когда Андрей Борисов положил себе на руку крестик и взял туфельки, какая-то молния
прошибло его сверху до пяток. Да? И когда он возвратился в Якутск, он сразу сказал: все, ставим спектакль. Понимаете, вот тут получилось, что сошлись вот эти два импульса. И как будто сама судьба подтолкнула его, вывела туда. А если бы этого не произошло, я не знаю, как бы долго еще спектакль, эта пьеса ждала своего воплощения. А потом был уже фильм, получается, да, да. всероссийский. А также с фильмом вот произошло, что на премьеру, в Москву на премьеру этой пьесы «Созвездие Марии» пришел генеральный директор кинокомпании «Каро Продакшн». Вот. И он там, когда увидел эту пьесу, у него там слезы потекли, значит, он весь растрогался, он сказал: все, снимаем фильм. Понимаете, вот так вот. Интересно, что вот я говорил о том, чтобы пьеса, для того, чтобы она стала событием, да, она должна быть, значит, реализована в театре. Вот. А тут получилось, что произошла такая цепочка. Но когда фильм прошел по всей стране, я не буду говорить о достоинствах и недостатках этого фильма, об этом много говорили, да, сравнивать его с пьесой, вот. Но он сыграл свою роль в Калужской области, откуда родом вот эти мои герои Прончищевы. Значит, вдруг народ зашевелился, посмотрев этот фильм. Вот, 260 лет как бы особо об этом не вспоминали, да, а тут создали специальную комиссию на уровне губернатора и запустили 2-летний проект по увековечению памяти Прончищевой. Вот. И, значит, собирается там поставить им памятник в Калуге. Вот. Я как бы состыковал 2 директоров театра, калужского и нашего русского, и они договорились об обменных гастролях. И вот теперь калужане ждут, когда русский театр привезет туда им «Созвездие Марии» и покажет, да, вот. А последнее звенышко, вот мне позавчера позвонили и сказали, что, значит, нашлись какие-то в Калуге меценаты, которые сделали часовню с мемориальными досками Прончищевым, Челюскину, вот. И эту часовню уже увезли на Таймыр. Вот, и буквально вот в мае месяце, и вот как раз вот чем здесь заканчивается, где Челюскин дошел и кричит: я дошел, он дошел до самой северной точки. Вот на этой самой северной точке калужане поставят часовню. Раз. Во-вторых, они в этом году или на будущий год, если тут пандемия помешает, в Устье-Оленьке, там, где вот эта старая могила Прончищевых, они хотят сделать свой тоже памятник. Может быть, копию того, который будет в Калуге, и поставить там рядом. Это уже о том, вот как искусство меняет жизнь, да? Да, вот как это событие перерастает, и как оно растет, и всю жизнь меня сопровождает каким-то образом. Получается, вот стоит один раз, наверное, какую-то тему такую найти, вот, и, значит, даже не умело пусть поначалу ее как-то подать, а потом она может вот с тобой двигаться всю жизнь. У нас вот такие вопросы еще. Когда вы создаете произведение, оно у вас в голове как фильм проматывается? И в какое время суток вы пишете обычно? Такой вопрос. Я уже об этом говорил. Я говорил, что я вижу своих героев. Вот, и можно даже вспомнить о том, что после премьеры «Созвездия Марии» в Москве ко мне пришла ночью во сне Мария. Вот, я ее увидел прямо во сне, да, вот, и я думал, я сам себе сказал, оказывается, она похожа на ту, которую я придумал, да, поэтому герои живут, конечно. Я пишу в самое разное время. Конечно, больше, как все писатели, вечером. Вечером, когда был молодой, писал ночью, вот. А что касается стихов, стихи рождаются они в любое время. И чаще всего, когда где-то идешь, двигаешься, что-то, вот, как вот у Винни-Пуха, да, вот он идет там, барам. У меня стихи, например, рождаются по такому принципу, как Маяковский говорит, стихи рождаются из гула. Сначала возникает какая-то интонация, что-то еще, ритм, да, потом нанизываются слова. Пожалуйста, Анна. Да? Здравствуйте. Здравствуйте. Очень рада вас видеть. Вопрос вот какой. Вы сейчас говорили, и не один раз говорили о том, что должен возникнуть некий импульс, да, режиссер и драматург, то есть они должны работать в тандеме. И я с вами согласна. С другой стороны, у нас вот зимой был семинар, приезжала Татьяна Тихановец, известный критик, и говорили, в числе прочего, о том, что
режиссер – это не слуга драматурга. И то есть драматург может написать одно, но режиссер может поставить совершенно иначе и, пропустив через призму своего видения, выдать может совершенно иной продукт. Вот как, на ваш взгляд, к этому относиться драматургам? Нужно ли с этим бороться? Или, может быть, ты написал, и все, ты отдаешь это в мир, и дальше уже пусть это существует само по себе? Дело в том, что когда-то было так в счастливые времена Шекспира, да, вот когда режиссеров, вообще первые 300 лет театр умудрялся жить без режиссеров, да, вот. Может быть, потому что вот как раз руководители театра сами были драматурги, там, и самые первые, я сказал, что драматурги вообще сами играли, золотые были времена, как хотели, так и играли, да, вот. Вот сегодня, мне кажется, что мы живем в диктатуре режиссерской, да, вот. И если даже говорить, вот я это упустил, там, может, такие подробности, но вот авторских ремарок, да, в пьесе. Если там в античности их вообще не было, вот, у Шекспира было очень мало. Ну, может, потому что он сам там все говорил, и ему не надо было делать ремарки, да? Да. Потом их стало чуть-чуть побольше, потом стало их совсем много, да, вот. Но сейчас как бы есть два диаметрально таких противоположных мнения. Одни говорят, ремарки автора надо обязательно уважать, надо к ним прислушиваться. Другие режиссеры говорят, они вообще не нужны. У меня вот был такой случай, я когда, значит, одну свою пьесу отдал, и режиссер, потом мне сказали, когда он отдал на перепечатку, значит, для себя и для труппы, он сказал, когда будете перепечатывать, все ремарки выбросите. Почему? Потому что режиссер считает, что автор ему диктует, да? А он же должен проявить свою индивидуальность. Я говорю, если вы напишете, что человек зашел в комнату, то режиссер, он обязательно забежит, или заползет, или что-то еще, а иначе скажут, ну это автор написал. И потом однажды один режиссер мне сделал такой укор. Он сказал, ну ты не только написал эту пьесу, ты ее поставил. Зачем она мне нужна? Вот, то есть вот ремарками как бы все это выстроено, да, ну и как бы я лишаю его вот, возможности проявить свою индивидуальность. Поэтому... Владимир Николаевич, а вот было такое вот неприятие вот постановки, допустим, режиссера, вот, скажем, у вас же уже 10, да, пьес было поставлено? Ну да, даже больше. Больше, да? Ну, иногда с некоторыми деталями, значит, конечно, я не соглашался. Иногда мне казалось, что режиссер что-то сделал не так, да. Однажды, я помню, Андрей Савич Борисов произнес замечательную фразу, когда я там на репетиции сидел и бурчал что-то. Он сказал, то ли дело работать с мертвыми драматургами. Вот. Я думаю, для режиссеров это вообще счастье, да? Взять Шекспира, допустим, и сделать с ним то, что ты хочешь. И Шекспир не возразит, и у него даже наследников уже нет, которые бы... Вот. Но мне кажется, Аня, что, конечно, вот я тоже в шутку говорю, что профессия драматурга, ну, как писателя, самая стрессовая, да? Вот, потому что ты никогда не знаешь, что ты увидишь. Вот я, например, сегодня тоже сижу и волнуюсь. Я, конечно, знаю, что там прекрасная труппа, замечательный режиссер, но я не видел ни одной репетиции. И завтра я приду сразу на премьеру. Представляете, вот, значит, и, конечно, иногда бывает, что режиссер чем-то увлекается. У меня был такой случай, когда, скажем, режиссер, ну, вдруг натолкнулся на какой-то творческий коллектив, и он ему очень сильно понравился. А он в это время мою пьесу ставит. И он раз финал пьесы переделал, потому что вот он влюбился сейчас вот в это, значит, и вот они этим занимаются, и вот это. Потом через год он мне сказал, кажется, я сделал неправильно. Вот, было такое. Поэтому мне кажется, что надо себя к этому приучать. Это, конечно, наверное, не просто автору, но надо понимать, что без вот этой, значит, без режиссера и актера сегодня реализации полной твоей пьесы не произойдет. Некоторые говорят, что вот люди пишут там пьесы для чтения, да? Вот. Ну, я все-таки придерживаюсь такой точки зрения, что пьесы для чтения – это плохие пьесы.
их никто не захотел поставить, их остается только читать, да. Вот, если бы они были хорошие, ну почему бы их не поставить? Значит, там что-то там не так. Как правило, это пьесы, лишенные каких-то конфликтов, чего-то там вот такие вот, ну, остроты какой-то, да. Вот. Поэтому я вот, например, уже сегодня себе говорю, ну, ты драматург, это твоя судьба, завтра что будет, то будет. Вот. И я помню, как Семен Ермолаев рассказывал, когда вот одну его пьесу ставили, и когда после, значит, всех сокращений осталось там 20 или 15 страниц от пьесы, да, но спектакль был поставлен. И когда его спросила, значит, журналистка, ну и как вам вот это, как понравилось, он говорит, я получил свое удовольствие, когда писал эту пьесу, свой кайф, как он сказал. А сегодня свой кайф получил режиссер. Понимаете? Ну вот, как-то так. Владимир Николаевич, вот еще такой вопрос. Даже прочтение отрывка заставляет выйти за регламент одного лишь вопроса. У меня их несколько. Не удалось найти полный текст пьесы и поэмы в сети интернет. А выходили ли они в печать? Ну, в печати они не выходили. Вот, к сожалению, у нас и в прежние времена очень не любили печатать пьесы, да, издавать книгами. А сейчас и подавно, в рыночное время, издатели считают, что, ну, зачем они будут какими-то крошечными тиражами издавать. Или надо издавать за свой счет, но для этого надо там быть состоятельным человеком, да. Конечно, можно выйти из этого положения, как сделать электронное издание. Вот что я и хочу сделать. Но это, наверное, как у многих драматургов бывает. Сначала я думал, вот у меня накопится 5 пьес, я их соберу вместе, вычищу, все и опубликую. А потом сел писать 6-ю пьесу, а потом сел писать 7-ю пьесу. И я все думаю, ну, теперь уже вот, наверное, 7 пьес там, или 10 надо собрать. Надо это сделать. Электронное издание можно пополнять, да, потом, наверное? Ну, там сложно это. Можно. Потому что это, опять же, ценный материал вот для народных театров, да, для и других потом, театров, конечно, театры, они могут... отличаются тем, что они очень с большим интересом относятся к тексту и к пьесе, пока они его ставят. А когда они его поставили, там через 5 лет вы придете в театр, а тут у вас моя пьеса случайно денег нет, ее уже давно нет. Особенно раньше. Сейчас, может быть, на электронных носителях как-то это проще. А раньше у меня такие были случаи, когда, значит, ну даже там где-то в музеях или где-то не было моих произведений, которые прошли. Поэтому, конечно, надо это делать. Владимир Николаевич, вот еще вопрос. Как относитесь к перезахоронению супругов Прончичевых? Стоило ли беспокоить? При жизни переплетенные судьбы и сейчас будто неразлучны? Нет, во-первых, они как лежали рядышком, так они и лежат. И потом вот в этом вертолете, где мы с Михаилом Ефимовичем были, там еще был владыка Герман. То есть владыка Герман специально туда полетел, и Михаил Ефимович его пригласил, чтобы он отпел там их, да. И вот интересный такой факт, значит, когда, ну, мы прилетели, это Заполярье, значит, конец лета, такой дождь со снегом, очень плохая погода, кое-как там сели, вот, и когда все это, останки назад уложили, а они вот рядышком, потому что он умер, потом рядом сделали могилу, ее положили, да, через неделю, вот. Ну, он накрыл их саванами, положил им крестики на грудь и начал службу. И примерно, ну так, минут через 5-10 вдруг стали расходиться облака. Стали расходиться облака, и ударило такое солнце самое настоящее, да. Ну и я, конечно, как журналист и как писатель не вытерпел. Потом после этого подошел к владыке и говорю: владыка, а вы заметили, вот что такое произошло? Он говорит: конечно, заметил. Я говорю: а как вы думаете? Он говорит: а может быть, они 260 лет лежали и ждали, когда их по-человечески отпоют. Потому что ведь экспедиция-то туда, в Усть-Оленёк, возвращалась в очень таком печальном состоянии там, да. Ну вот, командир умер, потом она через какое-то время. У них там был иеромонах Дамаскин, вот, 1 на 2 отряда. Но он едва не погиб в отряде Лосиниуса, там отряд Лосиниуса погиб полностью.
ну, за исключением, по-моему, 6 или 7 человек. Вот. И Дамаскин оказался жив. Он перешел в отряд Прончичева, но в каком он был состоянии, и смог ли он провести эту службу, их отпеть, никто не знает. А тут получилось, может, наоборот даже получилось так. Но единственное, что туфельки и крестик забрали, но они сейчас в Калужском музее стоят в витрине, их отреставрировали. Но еще и археологи оправдывали это тем, что вот с этого периода, то есть это 18 век, они погибли в 1736 году, не сохранилось ни одной пары, ну, вот такой выходной какой-то обуви. И вот это была единственная, поэтому вот так вот. Еще вот один интересный вопрос от читателя, участника конкурса. Почему поэма называется именно «Созвездием»? Ну, потому что у меня в пьесе есть такой момент, значит, ну вот когда они рисуют карту, и Челюскин, а вы уже слышали, что Челюскин был тайно влюблен в Марию, по моей версии, но это уже версию, конечно, не проверить сейчас, да, вот, но я так решил, вот. И когда он подписывал название там, ну, разных объектов, которые они открыли, вот, он хотел там дать название Марии, вот. Ну, или там, я не знаю, мыс, или что-то, горы, или что-то, что, может, потом даже после него назвали. Вот. Но, а она сказала, ты же знаешь, что есть такой регламент Петра Первого, да? А там было просто написано, в честь баб название мысам давать не пристало. Понимаете, Озеров? Он говорит, ну, ты напишешь, а там, значит, в Адмиралтейской коллегии это все выбросят. И он тогда говорит, если бы вообще воля моя, я бы не только мыс, я бы там созвездие назвал твоим именем, Мария, да? А она ему говорит, да зачем мне, значит, это созвездие, Сенечка? У меня и так созвездие. Беринг, Лосиниус, Овцин, ты, вот, Вася там, да? И вот из этого родилось созвездие Марии. Действительно, это было такое созвездие героев вокруг нее, которые почти все вот, закончили трагически. И как раз вот главное это конфликт здесь был в том, что Петр I взрастил плеяду таких государственных людей, да, их называли птенцы Петровы. Вот это были все птенцы Петровы, воспитанники его, значит, навигатской школы, те же гардемарины, в принципе, которых мы знаем по фильму. Вот. Но Петр I запустил, подписал о первой Камчатской экспедиции, которая потом перешла во вторую, и он умер. Это осталось как бы его завещание. А пришла, значит, к власти Анна Иоанновна, да, которая, значит, было это вот, здесь вот говорится о том, да, эти, значит, тут во льдах погибали, а они в Санкт-Петербурге себе ледовый, значит, дворец построили, из шутов со всей России и уродцев собрали, чтобы там, значит, выдать главного шута Анны Иоанновны, женить там на шутихе, там, да, то есть устроили вот такое шоу. Вот. И даже и не в этом шоу дело, а в том, что вот многие из этих были несправедливо наказаны, были обойдены. Ну, тот же Челюскин, он не поднялся там достаточно высоко по званию. Вот здесь говорится, что ему не поверили, да, когда он дошел до этого мыса, самого северного, вот, и поставил там это бревно, вот, то только через 100 лет туда потом следующая экспедиция добралась, и они увидели, что стоит это бревно, координаты, все точно, да. А тогда было решение очень простое, значит, отказать, значит, в том, что там Челюскин вот этот, до этого мыса дошел, вот, и поставил там этот репер, потому что человек туда дойти не может. Точка, понимаете, вот и все. А потом зато вот уже тут через 100 лет руководитель экспедиции, который дошел до этого мыса, он сказал о том, что Челюскин, может быть, потому туда и дошел из всех их, что он был эталоном человека того времени с точки зрения моральной, да? Поэтому вот я и себе позволил такой вариант, что он был влюблен в эту
Марии, но никаким образом никогда это не демонстрировал. И только на их могиле об этом сказал. И у нас сейчас будет подключение. Санкт-Петербург, автор нашего проекта и руководитель проекта Мила Кудряшова. Добрый вечер, Якутск. Владимир, рада вас приветствовать в нашей школе. Последний раз мы с вами общались, тогда я была вашим номинантом на национальный бестселлер. И именно тогда вы сказали, что у вас в планах большой литературный проект «Портал». Что изменилось с этого времени? Расскажите, пожалуйста, поподробнее. Год назад был создан этот журнал, вот, и, можно сказать, что он за это время уже как-то стал известен, как-то себя зарекомендовал. Там довольно много авторов из самых разных стран, и России, и мира, и Севера, и из Арктики. В том числе даже есть у меня рубрики там, посвященные коренным малочисленным народам, их литературам, да, литературам Севера. Вот. Это вот такая была большая работа. Ну и, кроме того, конечно, я продолжал какие-то свои писательские проекты. Вот у меня вышел тут небольшой сборник рассказов «Остров Аграфены». Вот. Ну, я продолжил писать эти рассказы. Какое-то количество рассказов написано. Я думаю, что через определенное время он выйдет. Есть 2 пьесы, которые пишутся. Вот. Есть еще много каких-то задумок. Есть продолжение романа «Сезон зверя», который я давным-давно обещаю написать, и все никак не могу его закончить. Вот. То есть есть какие-то проекты, может быть, непосредственной реализации вот в этом году и в прошлом не было, но очень много в работе. Я надеюсь, что скоро они как-то проявятся. Я бы хотела узнать поподробнее все-таки о литературном портале. Кого вы будете размещать? Могут ли там к вам постучаться молодые драматурги, писатели? По какому принципу, концепция? Конечно, могут. Как раз вот этот портал отличается от других, может, потому что я сам частично драматург, да. Первое, что я сделал, я там открыл рубрику, в которой можно печатать пьесы. Вообще пьесы, как вы знаете, издания, даже и в том числе электронные, публикуют очень неохотно. Вот, издатели вообще их не печатают, да. А тут вот я такую возможность предоставил. Вот. Во-вторых, для молодых авторов там специально есть рубрика «Молодые голоса», в которой, значит, публикуется как раз вот такое нынешнее подрастающее поколение писателей. Вот. Поэтому, пожалуйста, пожалуйста, единственное условие, единственный критерий, чтобы это было талантливое произведение. Вот я стараюсь этого придерживаться. Хорошо, спасибо вам огромное. Спасибо и вам. Владимир Николаевич, а вот вы как редактор, вы читываете все материалы, которые вам поступают на вот, электронный портал? Приходится, да? Приходится, да. Что я себе позволяю, это не отвечать на те материалы, которые явно по уровню не подходят журналу. Владимир Николаевич, вот как вы представляете себе своего слушателя, читателя, зрителя? Потому что вот у вас, как у автора, который уже много произведений достаточно имеет, у вас уже сформированный зритель, который идет за вами, да? Вот ощущается, что они следят за вашим творчеством, всегда ждут премьеры, ждут новых произведений, новых книг. Вот как вы себе его представляете? Формируете ли вы этот образ? Или же просто вот творите вот, что у вас как бы есть на душе, вот то, что вы, скажем, хотите самореализоваться как творческий человек? Ну, что касается читателя, я, конечно, вернее, зрителя театрального, я, конечно, его представляю. Я даже более того, я, наверное, за эти годы знаю многих зрителей, потому что, опять же, зрители меня знают, подходят в театре, значит, что-то говорят там, да, как-то комментируют то, что они увидели. Я думаю, что зритель моих спектаклей – это человек, которого, помимо чисто театральных каких-то там моментов, да, интересует история и вообще интересует Якутия и Сибирь, да, потому что у меня тоже ведь изначальный толчок был
значит, к написанию этих пьес, это желание рассказать о том, что знаю я, и поделиться этими знаниями с теми, кто их не знает, но кто интересуется, да? Вот. И я знаю, что кого-то чисто эстетически эти спектакли, значит, трогают, волнуют и нравятся им. Я знаю, например, таких людей в Якутске, которые по 4 раза смотрели «Созвездие Марии», и 3 раза смотрели «Два берега одной победы». То есть они уже видели этот спектакль, но они все равно идут, чтобы вот эту атмосферу ощутить, да. Ну, что касается стихов, то, как всегда, понятно, что большая часть аудитории – это женская. Все-таки женщины читают стихов больше по отзывам, по, значит... Театральный зритель тоже, наверное, да? Ну, театральный, больше наверное, женщины, тоже, да. Ну, наверное, просто женщины как-то они это тоньше чувствуют. Есть ли у вас такие зрители, по которым вы, ну, как бы сверяете, вот, правильно, неправильно? И, ну, обычно это тоже бывает, когда, ну, родные люди, да, которым ты, как, ну, творческий человек, пытаешься показать, да, хотя бы ознакомить перед тем, как... Есть, конечно, есть. И потом я иногда свои произведения показываю, ну, не пьесы, конечно, пьесы мало любителей читать пьесы, да, вот. А вот прозаические или стихотворные я иногда показываю людям, которые, ну, вообще как бы не имеют отношения к литературе. Это может быть самый главный камертон, да. Вот, понравиться какому-то ценителю литературы, это несложно, да, хотя тоже у него есть свои критерии. Но когда вот простой человек читает и говорит, да, это да, вот. И, как ни странно, я вот у многих писателей об этом читал, вот, что они показывают пьесу, первый раз свои произведения именно не специалистам в области литературы, да. Почему? Потому что если простой человек прочитал, если это его заинтересовало, вот, конечно, иногда бывает, что хочется показать именно специалисту. У меня, например, так было, когда я написал роман «Сезон зверя», ну, те, кто его читал, знают, что там главные действующие лица медведи, да, медведи, люди там. И вот я специально отдал специалистам, значит, одному... Зоологам, да? Ну, биологам отдавал, которые занимались медведями и занимаются изучением медведей, и отдавал фотографу, лучший, который считается Игорь Шпилинок, лучший фотограф медведей именно у нас в стране. И вот, ну, как ни странно, и от тех, и от других я получил положительные отзывы, потому что, наверное, потому что опять вот эти медвежьи истории я, как геолог по образованию, как человек, родившийся в тайге и выросший, я их собирал всю жизнь, и они реальные. Вот. И как-то вот для меня, конечно, я побаивался, когда кандидат биологических наук, изучающий медведей, прочитал мою книгу, да, вот. Притом, первый раз он ее прочитал, когда мы даже не были знакомы. И мы оказались случайно вместе, и он произнес эту страшную для меня фразу, да, а я вот недавно прочитал роман Федорова «Сезон зверя». А мне его представляют, говорят, а это вот кандидат биологических наук, он занимается изучением медведей. А меня еще не представили. Я думаю, вот тут моя смерть и наступила, да? Сейчас он разнесет по этим. А он говорит, а знаете, я вот этот роман взял с собой на практику со студентами, когда мы поехали в тайгу, и каждый вечер читал им по одной главе. Он не зная меня это говорит. А тогда третий человек говорит, а ты знаешь, кому это рассказываешь? Что? Он говорит, кому? Тому человеку, который написал. Конечно, в этот момент я был готов от счастья подпрыгнуть. А потом, когда я уже написал более расширенный вариант этого романа, окончательно, я уже сознательно ему дал почитать его.
Владимир Николаевич, ну вот всегда тоже, когда от зрителей идет какая-то ответная реакция, даже когда незнакомый человек подходит, это даже больше как-то трогает, да, тебя, когда просто подходят и хотят что-то поделиться о твоем произведении. Какое впечатление произвело там, допустим. А был ли у вас такой опыт, когда, допустим, какая-то негативная реакция, какое-то несогласие было? Конечно, было такое? конечно было. Но вот когда ты пишешь об истории, особенно пишешь пьесы, я сегодня говорил о том, что пьеса – это, к сожалению, вот такой мизерный объем, да? Это чуть побольше рассказа хорошего, вот. То, конечно, вложить в нее, я, наверное, бы тут часами мог, значит, о Великой Северной экспедиции рассказывать или о Прончичеве, но вложить в этот маленький объем пьесы это невозможно. И вот у меня были случаи, когда после пьесы подходят люди и говорят: а вот вы, наверное, не слышали, а у них еще вот такое, оказывается, было, а у них еще было это, да, и начинают мне рассказывать те истории, конечно, которые я давным-давно знаю, и знаю в пятикратном объеме. Но люди считают почему-то, что драматург вот этого не знает, да, раз он не написал в своей пьесе, вот. Но я иногда хочется сказать: а вот ты попробуй. С ожиданием увидят. Это да, не увидели. Что они знают. Да, попробуй в 50 страниц вложи всю историю Великой Северной экспедиции, да, которая, между прочим, до сих пор является самой крупной экспедицией в мире, непревзойденной до сегодняшнего дня. Вот. В ее состав входило там почти до 1000 человек, 800 с лишним было, значит, участников экспедиции. Вот представляете, что такое 17 век, да, Якутск, и 800 человек приезжает сюда экспедиция. Все население Якутска, наверное, было немногим больше с окрестностями. Понимаете? Конечно, там очень большой материал. Вот. Но поэтому очень часто у меня возникает такое желание после пьесы написать или повесть, или вообще хоть садись и пиши роман, чтобы всем людям этим рассказать и угодить, и сделать. Вместить то, что не вместилось, да? Да. И я знаю, что такие были. У нас, например, был Юрий Чертов, такой хороший прозаик, и он поначалу писал пьесы. Но у него была только одна пьеса поставлена, «Июньский снег». Вот. Остальные как-то не ставились. Он тогда взял и все их переписал в повести. Вот. И повести были изданы и читались с интересом. Владимир Николаевич, а у вас только исторический жанр, да, драматургии? В драматургии, и что касается детей, допустим, у меня же детские есть сказки, они, конечно, более такие современные детские сказки. Вот, кстати, тоже интересный момент, что вроде я известен как драматург, как автор русского драматического театра, да, но когда я написал подряд, там 2 года подряд написал сказки для Дворца детства города Якутска, и в первые же эти каникулы новогодние, как мне сказали, 18 тысяч детей посмотрело, значит, сказку, да. Я подумал о том, что у меня в Большом театре среди взрослых, наверное, за все время не накопилось такое количество детей, зрителей. А здесь вот так. И тут, конечно, эти современные, есть у меня еще там одна непоставленная комедия, вот, тоже на современную тему написанная. Вот. Но мне просто как-то наверное, как драматургу, как писателю, не как драматургу, а как писателю, хотелось как-то поднять вот эту нашу северную историю. Поэтому я пошел по такому пути. И это самый сложный, наверное, жанр, да, по драматургии. То есть нужно действительно соответствовать. Конечно, надо знать правде. еще и эту историю, потому что, например, если сесть и написать какую-то бытовую пьесу, да, конечно, там тоже надо проявить изобретательность, что-то еще, но там не надо за каждым словом лезть куда-то в источники, в архив, куда-то еще все это сверять. Конечно, но мне почему-то это интереснее. Мне интереснее. И зрителям, да, интереснее. Владимир Николаевич, еще один хотел момент, пожалуйста, подходите к микрофону. Еще один момент хотел для себя уточнить, да, у вас
поскольку именно, ну вот у вас такой есть опыт из наших гостей, вы всегда очень плотно сотрудничали с союзами писательскими. Здесь у нас в республике и, получается, возглавляли литературную газету, которую выпускал Союз писателей. Вот насколько вообще необходимо вступать в союзы в настоящее время? Вот как вы считаете, это необходимо творческим людям, тем более, может быть, молодым людям? Есть ли в этом вообще необходимость? И если да, то что это, скажем, дает вообще для творческого человека? Ну, дело в том, что, конечно, во времена Советского Союза, да, вот этот статус члена Союза писателей, он давал очень многое. Вот я в свое время, мне было 38 лет, когда меня приняли в Союз писателей, вот, и сразу я увидел, как появилось такое количество возможностей. Ну, например, член Союза писателей мог в любой момент взять на 15 дней командировку практически в любую творческую, в любую точку Советского Союза, да, и ему оплачивали проезд, ему оплачивали гостиницу, ему оплачивали все. Он мог взять путевку в Дом творчества бесплатно один раз в год, 24 месяца, поехать куда-то на берег моря и там творить, да, вот. То есть этот статус действительно давал очень многое вот в плане поддержки писательского труда, защиты его, да. Кроме того, ведь профессиональный писатель, у него шел стаж, как будто он работал. То есть вот с момента принятия вас в Союз писателей СССР вы могли оставлять работу, и у вас пенсионный стаж, значит, копился, да. Вот. А сейчас же этого ничего нет. И, конечно, сейчас, может быть, это важно для самоутверждения, для того, чтобы для вот признания писать. коллег, Да, для признания коллег. Вот. Ну и, конечно, какие-то все равно корпоративные продолжают, значит, вещи происходить, да, то есть, ну, какие-то проводятся вечера, там, литературные встречи, а вот в смысле, допустим, издания книг или чего-то еще, то член Союза писателей никаких привилегий на сегодня не имеет. Вот. Конечно, статус понизился по сравнению с тем. А вообще вот перспектива вот этого статуса, как вы считаете, вот в дальнейшем, как это будет иметь продолжение? Нужно это будет, или же все, мы как бы в рыночной экономике и уже как бы Я нет думаю, необходимости? что мы в рыночной экономике, хотя государство, значит, ну, много лет говорило, что мы бы рады были вам помогать, да у вас слишком много разных союзов, да, вот если бы у вас был один, ну, теперь вроде как бы вот создали ассоциацию, так же, как в Якутии сделали ассоциацию писательских союзов, также в Москве создали, в которую должны войти все писательские союзы, да, вот. Ну и все, конечно, надеются, уж тогда-то государство начнет нам помогать, но я в это плохо верю. Вот. К сожалению, мы сейчас живем во времена такого капитализма, не самого хорошего, да, вот, который только-только формируется, дикий или полудикий, может быть, уже не 90-е годы, конечно, но и поэтому писатели, к сожалению, все вот на выживание. Почему у нас сегодня мало молодых писателей? Вот. Именно поэтому, потому что молодой писатель не видит перспективы. Молодежи сейчас более прагматичная стала, да, чем, скажем, во времена моей молодости, да, вот. И молодые талантливые писатели появляются, я вижу, они начинают писать, они что-то, а потом через какое-то время они вдруг видят, что никаких дивидендов-то писательский труд не приносит, да, и они начинают переходить, например, на телевидение, да, уйти, там сразу ты на экране, ты уже знаменит, хорошая зарплата, я имею в виду центральные каналы и куда-то еще. И я вот многих таких ребят знаю, или уходят в бизнес, уходят в банки, еще куда-то уходят, потому что мозги-то у них хорошие, и творчество у них работает, вот, они и там как бы становятся востребованными. Вот. Но, к сожалению, вот государственной какой-то поддержки нет. Нет сейчас. Союз писателей, конечно, пытается что-то сделать в России своими силами. Вот. Слава Богу, что в автономных республиках, вот как Якутия, допустим, или в некоторых регионах, региональные власти поддерживают. Вы же знаете, что у нас регулярно здесь проводится раз в 2 года совещание молодых писателей. Да? Вот. Там есть Бичик, издательство, которое издает книги. Хотя бы не надо писателю платить свои деньги молодому. Я не говорю, что он на этом заработает что-то. Вот. Но
Вот пока ситуация такова, я не знаю, вряд ли она в ближайшее время изменится. Пожалуйста, Любовь Борисова, тоже наш сценарист, и режиссер, да, фильма. Вот я очень люблю вашу книгу «Воитель трех миров». Ну, это серия, да? И расскажите немного, вот, как вы работали над этой книгой, сбор информации. Первый вопрос. И второй, тоже столкнулась при написании сценариев на историческую тему и так далее. Когда начинается сбор информации, возникает момент, когда перегруз, и уже не пишется как произведение, и есть соблазн писать строго по хронологии. Но понимаешь, что как произведение это очень плохо. Вот как вы справляетесь с таким моментом? Ну, на первый вопрос сначала, да, отвечу. Так получилось, что, во-первых, я родился и вырос в Якутии, да. Родился в маленьком поселочке Тастумус в Кобяйском районе. Вот. И в детстве я как-то не обращал на это внимания, но потом, значит, когда уже стал писать, вдруг вспомнил, что очень многие места вокруг были связаны, Аюн-Хая, Шаманская гора, на которой был поселок, там, Аюн-Янахтах, по-якутски, наверное, немножко звучит по-другому, кости, да, Аюн-Аян, Аюн что-то еще. То есть получалось в детстве в каком-то жил таком шаманском оазисе. Вот. И потом, значит, конечно, в каком-то возрасте стал этим интересоваться. Вот. И когда пришел работать в газету, как раз вот тут ушла цензура наконец-то, да, в 90-е годы, можно было обо всем писать. Я был как раз создателем в газете Якутии рубрики «Аура», где вот и об эти паранормальные, значит, явления, шаманы, все это у нас пошли. И я стал с многими людьми встречаться, вот, с какими-то шаманами, с учениками их, с кем-то, с людьми, которым занимался. Вот, конечно, там немало людей было и таких, значит, с пулей в голове, там, да, каких-то, но это можно было отсеивать. Вот, но материал этот собирался. Вот. И потом вдруг в один прекрасный день мне главный редактор издательства «Вечи» московское, они выпускали такую книги серия «Великие тайны». И они говорят, вот о Якутии мы хотим выпустить книгу «Великие тайны». Какие там великие тайны? Что можно сделать? Что вот ты можешь делать? Я говорю, шаманизм. И, значит, так книга и «Великие тайны шаманизма», да, в Москве вышла. А когда она вышла в Москве, то вот здесь вот эти книги, о которых вы говорите, они потом уже в Якутске были переизданы. Вот. Это в начале 2000-х годов. Ну и, конечно, эта информация потом, как всегда бывает, вот как вы говорите, она начинает к тебе стекаться, да? Когда ты чем-то... Я много раз замечал, что когда интенсивно над какой-то темой работаешь, вдруг появляются люди, которые приходят к тебе, приносят какие-то книжки, рассказывают какие-то истории. Приезжаю в какой-то район, мне говорят, в село, мне говорят, а у нас вот тут в 20 километров шаманский самострел стоит, мы как раз завтра туда собрались, не хочешь поехать? Конечно, хочу. И вот произошло вот такое, что этот материал стал как-то собираться, и я, значит, сейчас, конечно, его еще больше стало, и по идее вот эти книги надо как бы дописать, вот, или уже другие материалы сделать, потому что бывало такое, что одна история, которая в книге, значит, обозначена, вдруг потом она получала продолжение. Вдруг я оказывался в том месте, о котором я написал, да, и там нечто такое происходило, что я задумывался даже, вот, я же в этой книге сделал там, да, то есть в одном месте я, история сплавлялся по реке, ночью сплавляемся, все, и потом мне говорят, раз там в одном месте с берега кричат, выходи на берег, значит, есть такой тут Федоров, да, ему срочно в Якутск вызывают, но я был редактором газеты уже, вот, у него завтра встреча с президентом, завтра утром самолет прилетит, вот, и вытаскивает меня именно на то место, где я написал историю, связанную с одним шаманом.
Вот, когда мне произносят название этого села, я сразу вспоминаю, ага, вот. Значит, а история там была, что там, ну, в общем, построили аэропорт почти по шаманской могиле. Это Кибергене поселок, вот. И потом как, а это в советские времена было, и потом как, значит, самолеты не могли взлететь, там аварии и все остальное. За деньги райкома партии, бюро пропаганды, значит, вернее, отдела пропаганды, купили жертвенного бычка, представляете, в советское время тайно провели обряд, значит, да, вот тогда очередной самолет взлетел. Ну и вот я эту историю расписал, и тут меня вытаскивает, и на утро мне с этого аэропорта взлетать. Представляете, я с одной стороны думаю, вот я написал, вот теперь, наверное, я свою плюху получу, да, вот. Ну и, конечно, утром рано я там пошел туда, к этот аэропорт, к этой там, а она рядышком могила, они все-таки не по ней провели, а чуть в стороне осталось. Вот. И вот, конечно, это уже продолжение вот этой истории произошло такое. Вот. И таких было довольно много вещей, поэтому вот тема эта остается. И вообще у меня желание есть, ну я все говорю желание, а мне уже на днях 70 лет стукнуло, да, написать... Очень хорошо выглядите, Владимир Роман Николаевич. наконец-то написать о шамане, о шаманизме, потому что вот я в свое время рассматривал эти книги как материал, который я собрал, как документальный, да, или вот мифологический какой-то, на основе которого надо было бы написать художественное произведение. Потому что вы знаете, что до 2000-х годов тоже стояла черта, никто бы никогда роман о шамане вот в таком прямом виде не напечатал нигде. Вот. Конечно, там, допустим, Иван Гоголев написал «Черный стерх», но он все равно там в рамках ему пришлось действовать той системы соцреализма, там, да, и из нее чуть-чуть вырываясь. Вот. А вот по-настоящему изнутри написать о шамане было невозможно. Поэтому вот так вот история этой. Ну а исторический материал, конечно, его приходится как-то отфильтровывать. Я вот тоже чувствую, что я в этих прончищах погряз, понимаете? Теперь я о них уже знаю все. Теперь я думаю, мне надо или новую книгу в серии ЖЗЛ о них писать, вот. Или, значит, у меня теперь уже есть на руках вот тот самый даже журнал вот этого Дубельшлюпа «Якутск», да, и вот представляете, как в 1737 году они плыли по реке Лени, каждое селение отмечено, как они заходили, что там они делали. Вот там, это исследовательская работа, да, вот сродни научной где-то даже, да? Да. Кстати, когда я вот эти книжки о шаманах написал и выпустил, то мне два доктора наук, один философ, а другой историк, предлагали стать их соискателем и защитить кандидатскую диссертацию. Но только надо было переписать этот материал, ну, в научном уже формате, со всеми ссылками, с чем-то еще. Но я подумал, что я же все-таки писатель, да, для меня вот такая форма интересна. Если бы я работал где-то в науке, наверное, можно было бы. Поэтому вот не стал я этим делом заниматься. Но материал этот собираю. Тоже, друзья, а Утум, пожалуйста, Утум Захаров тоже наш будущий гость нашей школы. Спасибо, Владимир Николаевич, за ваши советы, за ваши истории. У меня такой вопрос. У меня, правда, два вопроса. Но первое, я услышал, что вы говорили, пишутся две пьесы, да? Это вот пьесы, эти две пьесы, они по заказу пишутся или это ваши личные истории, да? Ну, и если личные, как надо быть таким, ну, как надо собраться, да, какие-то себе график наметить, или как, но это же получается две истории, две жизни, как бы две энергии, да. И второй вопрос у меня такой, тоже слышал про поставленную пьесу, да. Вы как сейчас, вы все свои пьесы, ну, стараетесь ставить, да, и вообще надо ли так делать? Вот у меня такой вопрос, спасибо. Ну, я считаю, что, конечно, с конца начнем. Конечно, надо ставить пьесы, если есть такая возможность, да, потому что все-таки пьеса полностью получает свою реализацию, как мы говорили, да, только тогда, когда она выходит на сцене. А иначе она, ну, вот кто-то ее прочитает, небольшое количество людей, вот.
Что касается по заказу или нет, конечно, у меня возникает какой-то мой творческий импульс, вот, но часто я это обсуждаю в театре. Вот, например, вот этот запасной аэродром, да, у меня вот этих гулаговского материала было очень много. Вот. Я говорил об этом, да, я и встречался с узниками, которые сидели в наших лагерях, там только одной бабушке 250 страниц у меня текста воспоминаний расшифровано. Я несколько месяцев как на работу к ней ходил, каждую субботу пил чай и записывал. Вот. Но это значит, и этот материал как бы ждал своей реализации. И вот тут, значит, я, конечно, поговорил с директором театра, потому что я еще и думал, что мне писать. Или мне все-таки писать повесть, вот, или роман вообще писать, или пьесу. И директор говорит, пиши. Вот. И, конечно, когда вот есть такая вероятность и возможность для драматурга, да, конечно, это хорошо. Конечно, хорошо. Но импульс, конечно, а так, чтобы это совсем по заказу как-то было. Хотя, знаете, это тоже интересные вещи происходят. Я в свое время где-то, помню, прочитал, вот, когда у Чайковского брали интервью, и, значит, его журналист спросил, ну, вот вы пишете по вдохновению, все понятно там, да, а бывает, что элементарно по заказу, за деньги пишете какие-то вещи. Он говорит, бывает. Вот только на прошлой неделе для Императорского театра за 500 рублей написал балет «Лебединое озеро». Понимаете? Вот бывает такое, что заказ вдруг у творческого человека может вызвать такой импульс, да? Вот. Мы все, наверное, думаем, что «Лебединое озеро» — это вот такое какое-то вдохновение, да? Вот. А это было... Поэтому... Мне кажется, чураться этого не стоит, да, если есть возможность с театром работать, и если есть возможность с режиссером обговорить пьесу, вот, тоже. Я знаю, что есть тоже такие режиссеры, которые очень любят диктовать драматургам, да. Я вот этого, допустим, не люблю, мне не нравится такая работа. А некоторым режиссерам, вот он будет ходить по сцене, там что-то, это, а вот драматург должен сидеть на краешке сцены и записывать это, да, и потом, значит, это представить как пьесу. Вот. Я считаю, что я все-таки предпочитаю вот так, написать свою пьесу, отдать и убежать. Пусть не делают. Завтра такой случай, да? Да, завтра такой случай будет, да. Вот. Хотя вот завтра эта пьеса, мы, конечно, с директором театра обговаривали, с Лобановым, тем более, что вы все знаете, что был спектакль «Два берега одной победы», и вот тогда же возникла мысль, значит, ну хорошо, летчики летали, а как на земле было, кто вот эти аэродромы строил, как строил, вот, и потом мне, знаете, вот захотелось написать пьесу, в которой бы было много действующих лиц женщин. Потому что вот поскольку я пишу об истории, да, обо всех первооткрывателей пишу, то у меня в основном герои же мужчины. Вот. И всегда при постановке моих пьес это дефицит мужчин бывает, но, значит, из труппы и там пятая или какая-то часть не может быть занята, женская. А женщин всегда в каждом театре, вы знаете, больше. Да? И вот тут мне захотелось, чтобы вот, как-то все сошлось. Хотя я, конечно, специально это не придумывал. Вот, но вот так получилось. Поэтому, если завтра вы придете в спектакль русский, то вы всю женскую труппу, я надеюсь, увидите вот, в роли героинь. Ну, наверное, я ответил, да. Вот еще две пьесы, да, одновременно. Ну, вот так можно тоже работать, на мой взгляд. Иногда бывает, может быть, я еще потому, что я как бы работаю как писатель в разных жанрах, да, и я чувствую, что иногда мне это мешает. Иногда мне это мешает, потому что ты, например, садишься, тебе надо писать пьесу, а вдруг у тебя стихотворение рождается, которое, но его нельзя не записать, потому что потом оно может второй раз к тебе не прийти. Вот. И я просто как бы стараюсь, когда возникает тема, то я стараюсь найти адекватный жанр для этой темы. Потому что, например, если человек пишет только стихи, умеет писать только стихи, да,
С одной стороны, замечательно, он может быть великим поэтом, но с другой стороны, когда он видит какой-то сюжет, он начинает писать длинную и скучную поэму, понимаете, потому что он не умеет другого делать. А можно было написать рассказ, или можно было написать повесть. Поэтому в зависимости от этого. И иногда, если какая-то тема не идет, вот ответ на ваш вопрос, или стихи, я никогда им, как говорится, не выкручиваю руки, да? Нет, я тебя сегодня допишу. Но не идет, я откладываю. Наступит какой-то день, когда, значит, тебе захочется самому это дописать. И так со стихами. У меня очень много бывает таких стихов, которые не дописаны до конца. Потом я их перелистываю время от времени, возвращаюсь к ним. И также тут вот я вижу, что я с этой пьесой у меня что-то не идет, но отложил я ее. Я знаю, что многие известные писатели-романисты, допустим, да, когда вот они написали большой роман, и у них какая-то пауза возникает, и обязательно нужно, чтобы этот роман, так же, как и пьеса, чтобы отлежались какое-то время. У кого-то 4 недели, у кого-то месяц, у кого-то, я, значит, смотрел по-разному этому, да. То есть надо просто положить в ящик, никому не показывать. После этого взять, но пока у тебя 4 недели лежит в ящике твой роман, что тебе делать? Вот садись, пиши стихи, или пиши что-нибудь другое, не связанное только с этим романом. А этот роман пусть, как говорится, отдыхает, да, и когда ты его возьмешь, ты увидишь сразу все свои, многие свои недочеты и ошибки, вот, потому что, когда постоянно работаешь, глаз замыливается и чувство. Вот поэтому вот таким образом можно. Владимир Николаевич, ну вот последний, наверное, завершающий вопрос. Не могу его не задать. Вообще, пользуясь случаем, хочу поблагодарить вас за то, что в 2003 году студента отделения журналистики вы приняли на работу, будучи главным редактором в ежедневную общереспубликанскую газету «Якутия». И ну, это было для меня таким тоже большим доверием. И, скажем, был сложный период такой, который нужно было преодолеть, но который, конечно, очень много дал для развития. И, конечно, вот эта редакционная атмосфера в газете «Якутия», она была особой, когда мы, вот здесь тоже присутствует и Елена, да, Анна, которая... Главная наставница Славы, когда он студентом к нам пришел. Да, Елена я просто Степанова. говорю, Славы... Анна Пшенникова тоже вместе с нами работала в одно время. Поэтому, как раз-таки творческому человеку дает очень много такое обсуждение именно, тех тем, профессиональных тем, которые важны, и вообще всей той жизни, которая нас окружает, да, которая тоже отображается в журналистике или вообще в отражении реальной жизни, которую мы видим в искусстве. Для творческого человека это, конечно, очень большой такой задел, который, может быть, сейчас вот не имеет молодежь, которая сейчас в современных редакциях там удаленно работает, да, может быть, но мне кажется, что этого меньше и меньше становится. И вспоминая те годы я тоже часто вспоминаю, действительно, вот это вот обсуждение, оно дает очень много, создает такую атмосферу, творческую атмосферу, которая, всегда с тобой, ты знаешь, с кем можно поделиться, обсудить какие-то процессы, какие-то явления и услышать очень грамотный, квалифицированный ответ и действительно очень много от этого напитаться. Вот для вас сейчас вот что создает такую атмосферу, с кем вы обсуждаете и где вот можно вообще такое обсуждение найти? Можно ли его найти в интернете, допустим? Как вы считаете? Конечно, для молодого писателя это очень важно, да, я помню, во времена нашей молодости говорили так, наверное, но сейчас, может быть, это немножко не так, что все писатели начинают в каком-то литобъединении, в каком-то коллективе, а заканчивают в одиночку. То есть на стадии становления, да? Да, на стадии учебы литературной коллектив очень полезен, да. И вот, допустим, когда я в литературный институт поступил, там же мы друг друга не знали. Мало того, что когда пришли на первые занятия, это бывшие конкуренты, абитуриенты. 1800 человек, значит, подали заявление на творческий конкурс, 100 человек вызвали на экзамене, значит, и 40 приняли. В том числе 20 на поэзию. И, конечно, вот этот абитуриентский запал и конкуренция, которая еще жила, она в первое время очень сильно
проявлялось. То есть поднимается человек, читает стихи, и тут же на него 19 остальных набрасывается, да, и без всякой жалости начинает его: это у тебя не так, это не так, да ты вообще не поэт, там что-то еще, с такой категоричностью молодости, да, вот. И, ну, это так называлась тогда школа литературного битья. И эта школа литературного битья тоже была полезна. С одной стороны, у тебя шкура становилась толще, вот, с другой стороны, среди вот этих многих, значит, к тебе претензий или многой критики, были и какие-то полезные зерна, которые ты, не соглашаясь сразу, потом понимал, воспринимал, да, вот. Но тогда преподаватели выступали в роли, значит, ну, рефери какого-то, да, останавливали вот этих все. Вот. А потом, когда однажды преподаватель нам рассказал, а он говорит: а к 5-му курсу у нас возникает другая проблема. К 5-му курсу кто бы ни поднялся, что бы ни прочитал, тут же весь курс поднимается: ну ты, Петя, просто гений, ты все, понимаете, у них уже человеческие отношения превалируют над литературными, да, и он говорит, и тогда вот преподаватель выступает в роли вот этого человека, критика. Вот, поэтому это очень важно пройти. Наверное, когда уже человек в возрасте, допустим, как я, да, уже мне, во-первых, наверное, поздно уже учить и переделывать. Вот. Но все равно я прислушаюсь к мнениям. Вот я, например, очень хорошо запомнил, вот у меня книга стихов вышла «Летящие тетради». Вот. И пришла одна бабушка, литературный критик, значит, такая уже в возрасте солидном, и сказала: вот я прочитала всю вашу книжечку, а вот там к 2 словам у меня к вам претензии есть, да? И, значит, я-то посчитал, что это слово, такая форма слова существует. А она сказала, что нет, вот, голубчик, такого нет. Я запомнил, я теперь до сих пор, когда эту книгу держу в руках, я помню, что у меня в этой книге есть 2 прокола, да, которые, если я буду переиздавать эти стихи, я их обязательно поменяю. Также, вот, например, вот в этой книге, которую я хочу подарить, вот, есть, значит, ну, «Ангелы 12-го года», она вся посвящена войне 812 года, стихи. Вот. Но здесь есть одно стихотворение, я под влиянием, значит, своего соседа-офицера написал там, да, вот, а он вспомнил вдруг там это же время и говорил, что там, значит, к барышням было такое отношение, что, значит, говорили: прелесть какая глупенькая или боже какая дура. И вот я этот рефрен взял и значит, написал стихотворение. Вот. Ну и, а потом вдруг, значит, звонят одна дама, потом другая, потом кто-то написал: вы бы поменьше своего соседа слушали, значит, да? То есть они восприняли вот это. А теперь вот я думаю, ну что, вырывать это стихотворение отсюда, что ли? Но с другой стороны, другое стихотворение напечатано, оно не виновато. По-моему, именно по этой книге в Москве поставили спектакль. Вот по стихотворному сборнику поставлен спектакль, так? То есть, вот чуть-чуть расскажите, если есть возможность. Тоже интересный момент, что однажды мой композитор, ему нужно было написать гусарский романс. И он пришел и сказал: напиши мне стихотворение. И тут есть одно стихотворение, которое так и называется «Гусарский романс». Он действительно написал романс, да? Но я попался на какую-то удочку. Вот, написав один раз это стихотворение, я вдруг стал писать, и как бы заигрался, что ли, в эту игру. И, конечно, опять же, я представлял у себя им, да, вошел в этот образ. Вот, да, и вот он, даже художница на меня одела здесь кивер. Вот. Очки, правда, не убрала, надо было бы убрать очки. Вот. Ну вот, так вот получилось, заигравшись в эту игру. А тут, конечно, оказалось материала, потому что тут и какие-то столкновения, тут и любовь, там, да, тут и, значит, и неприятели, и все остальное. Я тоже не думал, что, может быть, этого хватит для того, чтобы сделать спектакль. Но вот актерам
значит, такой есть Московский молодежный театр имени Лермонтова. Вот. Их режиссеру показалось, что это достаточно, и они сделали спектакль. Они назвали его «Париж 2014 года». Владимир Николаевич, ну вот нам нужно выбрать победителей нашего конкурса и распределить наши призы. Так, тогда Анне Пшенникова. мы должны записать еще. Так, давайте отдадим вот нашему драматургу тоже, молодому Уту. человеку. Мгм. Уту. Так. Что? Зрительские вопросы, вот те вопросы, которые вот я зачитывал, которые про зачитывал, Унчищевых. Так, это вот 3, получается, книги. Есть еще одна книга. По поводу созвездия вот было. А почему созвездие? Ну давайте, давайте, Или да, я? давайте. Подписываем тогда книги. И, Владимир Николаевич, мы всем дарим нашим гостям тоже издание. Я думаю, вам будет интересно. «Эпическое наследие народа Саха» Да, Василия Васильевича. Вот тоже одно из очень последних его интересно. изданий. И, дорогие друзья, у нас в следующий раз на нашей встрече будет нашим гостем драматург и писатель Иван Иннокентьев. Ну и вам всем спасибо за поздравления, спасибо за общение. Вот я даже уже забыл, что я с самолета несколько часов назад. Вот, прекрасный вечер. Спасибо вам большое.